Еще один вопрос поднять. Ведь многие задаются вопросом, и для граждан, для многих непонятно, а могли ли действительно сотрудники ФСБ взрывать дома? Ведь против своих граждан у них предназначение по Конституции совершенно другое. В смысле, психологически могли ли? Да, психологически подготовлены и так далее. Могли ли? Так вот, ответ этот можно было бы найти в той же самой пресс-конференции, которая проводилась с группой сотрудников УРПО ФСБ Российской Федерации, когда они заявили о том, что в системе ФСБ было создано управление по внесудебным расправам, то есть по физическому уничтожению людей. Это 98 год. А еще раньше, если мы заглянем, значит, 1995 год, ведь что послужило причиной моего ухода из органов госбезопасности? Казалось бы, расследовал теракты, все успешно и так далее. И вдруг раз, и поставили вопрос ухода. К годовщине событий в Грозном готовилась война в Москве. Это было изведено огромнейшее количество оружия, прибыли определенные лица, так называемые боевики, которые должны были в один прекрасный момент, наши боевики, как некоторые озвучивали чиновники потом, которые должны были в один прекрасный момент взять и в Москве начать бойню. Всегда были завезены не только там снайперские винтовки взрывчатка, но даже огнемет и шмель лежали как водопроводные трубы. В 1995 году они были изъяты. Так вот, когда начали эту раскрутку, оказалось, что поставки оружия шли через Генштаб вооруженных сил. А среди задержанных вместе с боевиками из бригады Салмана Радуева, здесь, кстати, чеченцы фигурируют, в отличие от дальнейших потом событий, были задержаны и сотрудники и МВД, и ФСБ, и Министерства обороны. Я не беру, цепочка дальше тянулась, потому что это дело быстро стали потом прятать концы в воду, когда мы задержали этих лиц. И мне пришлось потом судиться с руководством, потому что мне за то, что прервал вот эту, не дал возможности в Москве начать боевым действием, мне объявили служебное несоответствие. Так прямо и звучало. Задерживая чеченских боевиков в Москве, превысил должностные полномочия. Об этом можно прочитать много в прессе. Писала и литературка, и «Коммерсант» писал, и «Комсомольская правда» писала на первых страницах. Я к чему на это еще акцентирую? Потому что, когда пресс-конференция была в 1998 году, тогда только чуть-чуть призадумались, что смотрите, что творится в органах госбезопасности. Ведь по Конституции именно они должны обеспечить граждан, может, повторюсь. А тут вот такое. И возвращаясь к дальнейшему, что случилось, если бы на пресс-конференции придали значение и дали бы расследование, возможно, не было бы подрыва домов в сентябре. Если бы расследовали подрывы домов, возможно, бы у нас не было и Нордоста, и последующих событий. Однако везде поверхностно тяп-ляп, пропаганда сработала хорошо, это все прикрыла, сделали, грубо так, козлами отпущения некоторых мелких сошек, которые, возможно, участвовали. Я не буду категоризировать, что Крым-Шамхалова, Декушев вообще невиновны, потому что я к материалам дела не был допущен. Однако, видно даже по материалам дела, что это мелкие сошки. А где же остальные тогда, и кто там участвовал? Потому что та сказка, которая хорошо изложена, она хорошо трактуется, но как любой кусочек не копнен, рассыпается. А дел таких не должно быть. Поэтому все, что мы в последующем и имели, это корни идет оттуда, когда из главного управления администрации президента на должность вначале начальника ОСБ, потом замдиректора прибыл Патрушев Николай Платонович, как раз в 95-й год, когда все эти события начали развиваться и прочее. Да, и еще, мне тогда, когда шло расследование, тогда и сказали, я говорю, мы же предотвратили. Там Рушайло, кстати, писал письмо там, о поощрениях и прочее. Я говорю, мы предотвратили теракт. Говорят, а зачем нам предотвращение? Что от этого мы будем иметь? А если совершилось, вот тут мы имеем и какие-то вопросы для решения, там и материальные, и политические, и награды, и звания. Это как бы такой мелкий штрих, но тем не менее. Поэтому оттуда все шло, и вот это все выращивалось, и потом было очень удачно использовано для решения важных политических вопросов. Ведь смотрите, случились подрывы домов, укрепилась президентская власть. Конечно, вторая война началась. Вторая война началась, которая позволила многим заработать на этом. Случился Нордост. В это время были отданы несколько островов Китаю втихую, потому что у нас по Всеобщей декларации независимости народов России можно отдать определенную территорию только путем референдума всеобщего государства и так далее. Случился Беслан, ввели почему-то вертикаль власти, притом первого в Якутии. Как это увязано? Причем здесь Якутия и это самое. Тем мне говорят, вот так надо управлять. И в дальнейшем, то есть каждое такое событие, оно, конечно, в последующем влекло какие-то политические решения, но не связанные с борьбой с терроризмом, а для укрепления центральной власти, так скажем, одного человека больше.